Прошедшая неделя была отмечена целой серией событий, которые полностью омрачили общественный климат в стране. Тут и странный самоподрыв, видимо, все же террориста, судя по его уликам, и целая череда автоаварий, которые в течение только одного дня унесли жизнь 4 человек, в том числе младенца. Если оставить в стороне событий, которые не могли не вызвать эти ужасные новости, то можно смело констатировать, что налицо всеобъемлющий системный кризис, причем по всем фронтам, тем более количество жертв вполне соизмеримо с военными сводками. Понятно, что по-старому уже не получается, а как по-новому мало кто представляет. Во всяком случае, кроме советов по отдельным проблемам, я не слышал стройной теории, как нам выйти из пике наших проблем – политических, экономических, культурных, социальных и так далее. Даже внутриполитические спарринги касаются отдельных сфер нашей неустроенности, а не всей конструкции в целом. Мне кажется, мы подошли к черте, когда надо сделать выбор. Или мы живем как государство, или констатируем, что придерживаемся средневековой формы устройства общества, где возможна индульгенция на право убийства на дорогах, родоплеменной подбор кадров, коррупция, феодальная раздробленность и междоусобицы. Причем выбором это назвать тоже сложно. Наш анархизм долго терпеть никто не будет. Мы находимся близко от эпицентра мировой политики и даже на рубеже глобального противостояния. Если не будем адекватным масштабам задач современности, скатимся окончательно на обочину, потому что маргиналов нигде не уважают и не считаются с ними. Простите за некоторый цинизм, но дивиденды от наших военных побед в прошлом и мужество во время многолетней блокады – ресурсы исчерпаемы. Во всяком случае, на взгляд игроков большой политической шахматной доски. Репутацию и свою состоятельность надо поддерживать и подтверждать ежедневно, и даже ежечасно, в мире, где царит конкуренция. Я обратил внимание на стикеры, которые приклеены на мусорные уличные контейнеры в Сухуми. Сорить не модно. Это хорошая метафора для понимания устройства нашего общества и взаимоотношений государства и граждан. Нас не предупреждают, не пугают, не стыдят и даже не уговаривают, а лишь намекают, зная, как мы падки на модность. Вот такая форма сосуществования, лишенная содержания. А в любой цивилизованной стране нет необходимости в таких призывах. Там это на уровне подсознания, и на их контейнерах лишь обозначение, куда складывают разные виды отходов. Неотвратимость наказания за нарушение закона – основа основ любого государства. А там и уважать научишься со временем. И лучше, конечно, жить по своим законам и придерживаться их, а не то придется жить по законам другого государства, где не будут церемониться с нарушителями законов.